вечерний променад, колесо оборзения. Мы идем, прогуливаемся, море шумит, мы все счастливы. Даже несмотря на то, что погодка холодненькая, но все равно это же море, хорошо. Это море. Море, море, а море. Да. Мы в кафе Порто Кофе. Все сидят и занимаются своими делами. В общем, мы ждем, когда нам сделают кофе. Латте мы заказали латте. Ой, потому что Tasty Lab закрыли, к сожалению. И нам приходится пить здесь кофе. Ну вот так. Мы гуляем, взяли кофе в Порто Кофе, и кофе оказался впервые нормальный. Поэтому, в принципе, теперь я могу порекомендовать Порто Кофе впервые в жизни, чтобы туда ходили. Но не знаю, насколько это ответственно. Мы идем на пирс прогуливаться сейчас. Вечер, и на пирсе будет очень интересно. Пошлите на пирс, я вас снимаю, как вы идете на пирс. Ну, блин, вы все это сделали. Сериал продолжается. Это, знаешь, как Ирина Хинди говорит, это фильм о нашей счастливой жизни. Но у нас же день сурка. Здесь день сурка. А тут приехали люди, они в сериале снимаются в нашем. Для нас этот день сурка разбавлен, да. Понимаешь? Он сменился, колесо года покрутилось. Да, Регина? Ага. Ты теперь участвуешь в сериале. Ты наш сериальный герой. А что мне нужно делать? Рассказывать о своих проблемах в личной жизни. О, боже. Так, Регина, кем ты работаешь? Тереза работает никем. Она работает домохозяином. Так, моя сестра домохозяйка. Домохозяин. Кто ты по профессии домохозяин? Я по профессии. Актриса, педагог. Педагог. Она по профессии педагог. Хорошо, что не... Регина, это видео для канала. Регин. Запика, как мышка. Вообще-то, чтобы запикать как мышка, нужно 3 часа монтировать. Потому что вот когда в программе что-то меняешь в этом видео, монтировать долго. Ну а ты там просто вот как вот это видео как бы обрежь. Даже когда обрезаешь, все равно долго. Они все пьют облепиховый чай хором. Друг из друга. Красиво. Я вам все сниму фильм. Кстати, мне кажется, вам накидают. Нет, сначала денег, потом дюлей 100%. Придут те люди, которые тут хлеб зарабатывают и накидают дюлей, отберут деньги. Они вообще-то профессиональные нищие. Нет, из другого региона. Нет, да ты, блин, поляну-то, пожалуйста, накрывай тогда и делись с главным нищим на районе. Ну, потом уже бой нашлась. Да поищем, что? Отскочим, подстрекочем. Вот рыбачат люди. Лучше про это сначала рассказывать, чем про стрекочение это. Да, чтобы люди не выпадывали. Кто-то рыбу поймал. Рыбу поймали, а я снимаю быстренько с места происшествия. Слышишь? Так, мы пофотографировались с рыбаками на пирсе. Мама пофоткалась. Вот. Этот нет. А он не хочет, сказал же. Тот захотел, а этот не хочет. Тот-то сам предложил. Да, он сам предложил. Я, говорит, хочу. Магазин еще. Магазин еще, что ты боишься? Время 19-18, магазин там, я не знаю, до ночи, по-моему, работает. А что, он до 8? Но мы все равно успеваем.
До 8 ведь успеваем? Успеваем. Нам максимум надо что? Ветер дует. Что-нибудь к чаю. Да, это не к чаю, там выпить к чаю. Что-нибудь выпить к чаю. Да нет, что-нибудь на завтрак просто взять. А холодильник там есть, не помнишь? Есть. Есть, ну тогда его включить надо в розетку и поставить туда колбасу вашу, какую вы едите или что вы там едите. Ну, что вы едите, туда и поставите, и все. Нормально будет. Мы в магазине «Барахольщик». Вот примечательность здесь — это наперстки. Вот эти наперстки, они очень дорогие и все индивидуальные. То есть двух одинаковых не существует. И люди коллекционируют наперстки. То есть они коллекционные. Покупаешь, у тебя есть коллекция, дальше пополняешь. Ну и так всего тут полно. Здесь очень красиво, хорошо. Вот. Я сфотографирую. Мне нравится такое. Очень круто. Я тут уже сделала видео про этот магазин. И вот сейчас снова здесь у Миша. Тут магнитики. Мыло. Подставка под благовоние, рука. Классическое саше. Интересно, какое мыло хорошее. Понравилось, я возьму. Вов, ты сможешь мне купить? Да. Ну, потом сейчас. А где мама с Региной? А? Вышли, что ли, на улицу? Я их не вижу. Пойдем.
Все вышли, кроме тебя. Все? Но я считаю, что тут полно польских вещей. Китай не стоит покупать. Вот там дальше будет полно польских магазинов. Вы завтра походите, посмотрите. Есть чисто... Здесь очень много магазинов из Польши. В Калининграде даже меньше, чем здесь. И там написано на них: магазин, вещи из Польши. Тогда ты заходишь. А Китай не надо покупать. Но качество у этого Китая очень хорошее. Особенно жилеты мне понравились. Но жилет за 4000 не факт, что стоит брать. Я вот свой жилет взяла за 1600, а Вова за 3200. За 3250. А тут стоит 3950. Да, там тоже, наверное, одежда. Тут одежда на каждые 50 метров. Ты будешь смотреть и видеть магазин одежды. Поэтому, ну вот если ты захочешь что-то купить, сначала надо ходить, а потом покупать. И никак иначе. Сама понимаешь. И за сильно дорого тоже не надо. Так, у меня сериал тоже тут идет, снимаются. Ну а чё? Может, зайдем к ним? А чё? Давайте это, туда надо, внутрь. Сейчас. Там тоже танцуют и здесь. Так понятно. С юбилеем. Да. По-любому. А может вместе выпьем? А вообще мы знакомы. Да, с юбилеем. Давайте выпьем. Да, мы же знакомы. А чё, может, я за стол сяду, поем? Бахнем по писярику. Бахнем по писярику. Мы просто опоздали. Мы просто... Да. Только с самолета. Мы с самолета же на этот юбилей летели, опоздали. А чё? Чуть-чуть как-то это, запозднились. Да, вы нам эту... Как это? Просто царь. Да, царь, просто... Вы нам эту штрафную наливайте. Конечно. Штрафную и все. Нам надо, чтобы она с горкой была. И поесть. За ваш счет. За ваш юбилей, а не За ваш юбилей. Точно. Счет-то тут нельзя слово употреблять. Здоровья вам. Да. Здорово же. Да. Нормально. Вечный огонь. Пришли к вечному огню. Вова не может смотреть военные фильмы. А Регина, наоборот, смотрит месяца 4 уже военные сериалы и фильмы. Да, уже все присылают. Русские, только русские смотрю. Русские. Ну, смотрела еще «Мальчик в полосатой пижаме». Очень А это тяжелый чё? фильм. И «Пианиста» смотрела. Это про евреев. Мне, знаешь, что кажется, тебе эмоций не хватает, поэтому смотришь. Нет? Да. Не, я всегда смотрела. Да? Ну, вот прям нравится. Знаешь, что тебе надо тогда посмотреть? «Земля 2021». Я недавно посмотрела этот фильм. Знаешь, он про что? Короче, женщина, у нее муж и сын пошли на концерт. И туда ворвался террорист и стрелял в толпу. И ее расстреляли, мужа и сына. Да, с удовольствием. Вот. Ну, это само по себе выясняется только в конце. Ну, я спойлерила, получается. Все рассказала. Нет, на самом деле я тебе не все рассказала. Начинается фильм с того, что она горюет. Ну, там понятно было, что у нее муж и сын погибли. Просто вот. И она решила уехать жить в лес. И вот об этом фильм. Как она в лесу выживала в доме. Вообще. Ну, там интересный фильм очень. Мне еще очень нравится смотреть про Холокост, вот про это вот все. О, как страшно. Вообще. Жуть. Мам, нам нужно дорогу перейти. Печь. Жуть какая. Не надо. Якобы повел типа сказку, он не мог оставить детей и вместе с ними пошел на сжигание. Нифига Хотя себе его могли сказочка. спасти. Вот это Ну, сказочка. это вот Януш Корчак, это который сказки-то писал, Мгм. детские. Да, ну жуть, конечно, жуть. Я такое смотреть не могу. Мне сразу становится плохо, я начинаю рыдать навзрыд. И я оплакиваю этих людей неделями. Поэтому иногда месяцами, а иногда вообще некоторые фильмы я помню всю жизнь, если такие смотрела, вот знаешь, душещипательные все. Хатик. Не, Хатика не смотрела и не собираюсь. Ну что?
Не буду, все. Ну, я смотрела. Я эту историю знаю, и я знаю, что я такое смотреть не могу. Я очень просто не любила, могу. Да. И вот для меня как бы такие фильмы, вот у меня такое Не, ну, чувство, каждому что... своё. Не, я просто говорю, что человек, который может смотреть такие фильмы, ему в жизни не хватает эмоций. Ну, ему хочется выдавить из себя какие-то пласты, залежи этих, ну, таких забытых чувств, что ли, или как это сказать. Эмоции. Выдавить из себя эмоции, вытащить их. Они где-то как будто спрятались. Вот. У меня одна знакомая, вернее, не одна, а несколько человек за поем смотрели фильмы ужасов и в темноте дома одна смотрит фильмы ужасов. Я тоже смотрела в детстве, только сейчас мне не очень. Ну, Не то, что боюсь, мне просто неохота. Когда человек может это делать, у него психологическая травма. Всё, это пиздец. Блин, ну Регина, ну в камеру. Я не Ну знала. резать потом. Спасибо. Вот. Ну я про то, что... Короче, человек делает вот это, а потом раз и начинает бояться. Значит, вот он этим всем, эту, ну, как бы травму вытащил. Вытащил, проработал, и как только он начал бояться фильмов ужасов, все, значит, он смог себя, ну, исцелить, так получается. То есть некоторые фильмы, получается, могут обладать целительным эффектом, причем любого жанра. Просто, когда у тебя есть потребность, ну и что, тут маленький магазинчик, но утром можно что-то, да, приобрести. Вот. Ну, в общем, фильмы сделали, допустим, свою цель, вытащили из тебя что-то, и потом у тебя отпадает полностью потребность смотреть именно такие фильмы. Ну вот, например, ты сейчас смотришь про войну, а потом скажешь, фу, я не Знаешь, хочу что больше. нравится в фильмах про... Мне кажется, что я сейчас живу не в то время, потому что я должна была жить там, потому что я бы совершала там подвиг какой-нибудь бы совершила. Вот как, например, там, ну, не знаю. Ах, ты, значит, что-то вспоминаешь. Ну, скорее всего, да, я вспоминаю свою прошлую жизнь. Я Ну, верю что-то вот в такое, это. видимо. Ну, а как? Мы же сюда, да? Нет, нам не сюда. Регина, ты меня повела, Сусанин, не я туда. верю в то, что есть жизнь, в которой я жила до этого времени, есть жизнь, в которой я вот буду жить после этого времени. И вот именно Естественно. военные фильмы сейчас, вот, мне кажется, что вот я вот где-то вот там вот была и что-то вот такое. Что-то вот не делала. успела ты, короче. Может быть, что-то не Может, успела. они тебя может, грохнули, а что-то ты ничего не сделала. успела. Может быть, тоже, да. Или что-то хотела сделать, дошла до половины, а потом не знаешь, что там дальше-то было. Вот, может быть, тоже. Убили, например, не знаешь, что дальше было. А хочется же понять, что было. Вот, ну Фильм да. «Зоя» новый вышел в России. Только не говори, что про Космодемьянскую. Космодемьянскую. Ни за что смотреть не буду. Мне Смотрела. бабушка всю детство рассказывала про Её Космодемьянскую. подвиг. Подвиг, про ее пытки. Еще знаешь, вот в Её советское пытали. время- естественно, её пытали. Да, только ее жутко пытали, жутко. В советское время я все-таки, вот знаешь, я как бы смотрю эти фильмы, но я понимаю адекватно вот сейчас своей головой, да, что то, что происходило там, и власть, которая была в то время, это абсолютно, конечно, тоталитаризм, который, ну, вообще за гранью разумного абсолютно. И хорошо, что сейчас такого нет, потому что есть другого. Ну, вот эти, как скажу. Ленина, заставь нас за родину. Я вот недавно читала статьи про советскую власть, как была организована целая лаборатория, изучающая оккультные науки, чтобы оккультизм, зомбировать да. народ. Это Это зомбирование было вообще фильмов что-то. Я вообще- такое вообще не начиталась. понимаю. Я такое начиталась, что они с помощью эзотерики и Да. оккультизма делали. А Гитлер, он же увлекался. Гитлер тоже увлекался. Да. Гитлер, да, он этими рунические даже у него были. Руны, такие да. руны. У них все было исписано рунами, даже Да. здесь, в Калининграде. Да? Я тебе так скажу, да. Но если ты хочешь что-то военное, сходи в музей «Бункер». Он прямо около нашего дома в Калининграде. Прямо во дворе. Интересно, я бы сходила. Сходим. Я там, кстати, не была, потому что Вова отказался туда идти. А, ему не нравится. Да. Так, я выключаю. Мы поднимаемся. Нет, я хочу собаку снять, как она встречает нас. Храпом, пусть. Ой, хорошо так как погуляли. Приятно. Эй, собака! Собака! Иди. Ты собака пришла. Ты моя сладунь. Ты мой сладунь. Эй, собака пришла. Сладунь, бабин. Бабин, внук. Внук.
Иди, собака, иди здоровайся и все. Такого. Да, вот с такого маленького водилась. Я же тебе харю протирала. Я же тебя кормила. И мама такая на корячках. На колени перед собакой пала. Так, все. Я тогда заберу с собой. Ну, забирай, конечно. Давай, одевай Демида. Сейчас оденем ему сапожок. Он в сапожке гуляет, у него лапка травмирована. У него на лапке свищи вырастают. И поэтому каждый раз мы одеваем вот этот драный сапожок. Драный он, потому что мы покупаем постоянно новые сапожки, но Демид их всегда рвет. Всегда. Да, Демид? Всегда рвешь сапожки. Да ты мой маленький. Ты даже лижешься сегодня. Это у тебя не типично. Не типично для тебя. Наша жирненькая Баська мамина. Все, Баська. Хорошо на коврике спал. Все там взборонил. Его еще сейчас выгуляют да покормят. Красавца-то нашего покормят сейчас. Хрю делает, хрю этот ребенок. Все, пошел. Он сегодня так в машине боялся ехать в такси. У него даже пена пошла изо рта и из носа. Все, давайте, аккуратнее, Вов.